Доброе утро, любимая республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Томтосова. Как всегда, у нас много полезных советов, особенно как преодолеть путь до работы в гололед. Также расскажем о том, как подготовиться к дачному сезону, поговорим о истории наших улиц и, конечно, встретимся с интересными гостями. Да, и поговорим также о шахматах. Но мы напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписавшись на который вы узнаете самые интересные новости, самые интересные сюжеты. Ну и, конечно, будет у вас возможность получить подарки. Практически каждую неделю мы дарим подарки нашим подписчикам. Но самое главное, что мы еще делаем анонс того, что вы можете увидеть, и поэтому так посмотрели, да, ради этого стоит завтра пораньше проснуться. Вот. Ну и переходим к приятным, замечательным, очень утренним новостям. Россыпись шаров фестиваля воздухоплавания прошел в индонезийской провинции в честь праздника Ураза-Байрам в Индонезии. Небо над индонезийской деревней Кембаран в провинции Центральная Ява украсили множество разноцветных аэростатов. На кадрах пестрые воздушные шары с изображением животных, героев мультсериалов и персонажей компьютерных игр взмывают в небо. Красота! По словам организаторов этого фестиваля, мероприятие проводится уже в 6-й раз. В этом году на празднике запустили 86 аэростатов, а ежедневно полюбоваться красочным пейзажем приходит до 50 тысяч зрителей, как местных, так и туристов. Фестиваль воздушных шаров традиционно проводится в Индонезии с 1950 года в честь праздника Ураза-Байрам, праздника разговения, который символизирует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. Очень красивое зрелище. Меня всегда удивляет, когда такое большое количество шаров, как они вот там вот так вот в небе. Не бьются между собой. Да, не сталкиваются. Ну, красиво, очень красиво. А помнишь, еще где-то есть место, где, в принципе, запускают постоянно аэростаты, и вот на их фоне фотографируют? Турция, по-моему, Да. Каппадокия? Каппадокия, да. Вроде бы. Тоже вот Не был, но хотел отдельно. посмотреть. Мне кажется, из этого ряда приехал, чтобы сделать селфи. Да, ну, как видите, в Индонезии зелено, ну, соответственно, погода почти летняя. Давайте узнаем, какая погода у нас сейчас за окном. Ну, порадовать, к сожалению, пока не могу, что будет также зелено. В центральных районах -4, +2, в заречной группе от -3 до +3 градусов. В южных 4-3 градуса ниже 0. В Вилюйской группе -18, -3, в Нижнеленских 12, 1 градус со знаком минус. В западных -9, -1, в Колымо-Идигирской группе Улусов сегодня 12 градусов холода, в Янских от -22 до -1. На северо-западе 33-16 ниже 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила -2 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый от 1 до 3 метров в секунду. Днем облачно, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура днем в Якутске уже положительная, +2 градуса. Но весна наступила, но вместе с ней, вот ты знаешь, как-то немножко беспокоит как раз передвижение по городу. Ну да, особенно с утра, когда то, что подтаяло днем, очень сильно замерзает, да, поэтому будьте осторожны, аккуратны. На улицах гололед, но об этом мы еще поговорим. Обязательно дадим несколько полезных советов. Ну а сейчас что? Последние новости. Доброе утро! Расскажу об актуальных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Аэрофлота Сергеем Александровским. За прошлый год объем перевозок увеличен на 17%. Подробно обсудили и так называемые плоские тарифы. Аэрофлот с мая текущего года расширяет программу тарифов на новые города Дальнего Востока при перелетах из Москвы в Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ. Национальный перевозчик также продолжит продавать билеты по плоскому тарифу на рейсы в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан. Но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях. Они будут составлять порядка 20-30% максимум. То есть до 50% это плоский тариф, 30% это субсидируемые тарифы, это федеральная субсидия для жителей этих. В программу плоских тарифов компания «Аэрофлот» планирует включить в том числе и Якутск. Это означает, что билеты на рейсы Якутск-Москва-Якутск будут продаваться по фиксированной цене независимо от сезона и даты покупки, пояснил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
Он отметил, что вопрос о стоимости авиабилетов власти региона не раз поднимали на всех уровнях. Для Якутии это шаг, влияющий на качество жизни. Благодарю нашего президента за поддержку этого важного для людей решения, добавил Николаев. Ветераны СВО смогут получить компенсацию за проезд к местам санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Социального фонда России, начиная с 8 апреля. Компенсация положена за проезд на автобусе, самолете, поезде, водном транспорте, а также за бензин при использовании личного автомобиля. Для получения выплаты ветеранам необходимо подать заявление в территориальное отделение соцфонда лично или через портал госуслуг. Участники специальной военной операции и члены их семей имеют приоритетное право на трудоустройство в республике. В этом году в службу занятости республики обратилось 42 участника СВО и 56 членов их семей. 35 из обратившихся были трудоустроены, 4 человека направлены на профессиональное обучение, еще 4 открыли собственное дело. Взаимодействие с работодателями осуществляется также посредством установления квоты для трудоустройства участника СВО и членов их семей. Служба занятости планирует провести ярмарку вакансий, на которой также отдельное внимание будет уделено трудоустройству участников СВО и их семьям. 18 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В рамках данной ярмарки совместно с филиалом Государственного фонда защитника Отечества по Республике Саха-Якутия планируется организация консультационной зоны для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей. Приглашаем всех принять участие на ярмарке вакансий, которая пройдет в историческом парке «Россия. Моя история». В зоне потенциального подтопления во время весеннего паводка в Якутии находится 121 населенный пункт, где проживает более 24 тысяч человек. Под угрозой могут оказаться 6629 жилых домов, 223 социально значимых объекта, 51 объект экономики и 99 объектов жизнеобеспечения на территории 26 муниципальных образований. Подъем уровня воды до критических отметок возможен в 16 реках Якутии. Для минимизации последствий весеннего паводка необходимо заранее организовать пункты временного размещения, отогнать скот на безопасное место, позаботиться о сохранении имущества. По предварительному прогнозу реки могут вскрыться от 2 до 5 суток раньше обычного срока. 12 апреля в колледжах и техникумах Якутска пройдет единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». Это федеральная программа, где учреждение обучает студентов в связке с работодателями. В рамках открытых дверей в учебных заведениях пройдут различные мероприятия. Это экскурсии на предприятия работодателей, профессиональные пробы для школьников, а также собрания с родителями и многое-многое другое. Наиболее масштабные мероприятия пройдут на базе Якутского сельскохозяйственного техникума и Якутского педагогического колледжа. О проекте его реализации в Якутии и мероприятиях, которые пройдут в рамках открытых дверей, расскажет наша гостья, заведующая учебной частью Якутского сельскохозяйственного техникума Светлана Томская. Светлана Дмитриевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Профессионалитет», на кого направлен и какие цели преследует? Федеральный проект «Профессионалитет» запустили в 2022 году. Тогда в этот проект вошли 70 кластеров из 42 регионов России, ну и в том числе наша республика. Да? Это сельскохозяйственный кластер, где базовой организацией являемся мы. Кроме нас, в этот кластер вошли еще 5 учебных заведений. Это Черепчинский агротехнический колледж, Намский техникум, Алекнинский техникум, Харбаласский образовательный комплекс, Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» и Арктический колледж народов Севера. Все эти техникумы, учебные заведения занимаются подготовкой кадров для сельского хозяйства. Кроме этого, в связке с работодателями, поэтому в этом кластере у нас еще есть опорные предприятия работодателей. Это в первый раз вошли у нас Якутская птицефабрика и крестьянско-фермерское хозяйство «Хачкат». Ну и далее у нас еще присоединился агрохолдинг «Туймада». Очень интересно. А какие специальности в рамках профессионалитета представлены в вашем, например, техникуме?
Ну, вообще в нашем кластере сейчас 8 специальностей и 3 профессии. Да? В нашем техникуме это специальности агрономия, ветеринария, зоотехния, технология подготовки продукции животного происхождения, лесное лесопарковое хозяйство и землеустройство, водные биоресурсы и аквакультура еще. Да? И 3 профессии – это мастер сельскохозяйственного производства, мастер электрооборудования в сельскохозяйственном производстве и оператор-аппаратчик продукции из животного происхождения. Ну, такие Да. сложные специальности, на самом деле, очень современные. А как изменилась материально-техническая база техникума после внедрения данной программы и появились ли новые мастерские и оборудование? Ну да, конечно, потому что когда мы вошли в этот проект, нам выделили как базовой образовательной организации кластера 100 миллионов федеральных денег, ну и еще было деньги с региона, это софинансирование, да. Также работодатели тоже немножко внесли свой вклад, конечно. И все эти деньги были направлены на усовершенствование и модернизацию материально-технической базы нашего техникума, на ремонт учебного корпуса. И в этой рамке мы открыли в нашем техникуме мясной цех, который сейчас функционирует, тоже оснащена всем необходимым современным оборудованием, и выпускаем мы сейчас там мясную продукцию. Да? И еще мы, конечно, кроме этого, оснастили и оборудовали 20 лабораторий. Конечно, материально-техническая база намного улучшилась. Не, ну это здорово. То есть Да. уже есть свое производство, где можно опробировать те навыки и знания, которые дети Да, получают. конечно, это ключевая модель профессионалитета вообще направлена на практикоориентированность. Да? Мгм. То есть у нас очень много практического обучения. Студенты постоянно занимаются практикой. Да? И вот мясной цех, например, для технологов это место работы. Да? Ребята туда приходят и занимаются производством. Скажите, а вот выпускники, которые по специалитету выпустились в 2024 году, это же первый был выпуск, да? Чем они фундаментально уже отличаются от ребят, которые выпускались до этого? То есть у них, я так понимаю, уже больше шансов найти работодателей, и даже, может быть, даже при выпуске они уже есть. Ну, ключевой слоган, вот вообще есть слоганы, да, в профессионалитете, и один из слоганов звучит так, сейчас скажу, действуй как профессионал, думай своими руками. То есть здесь отражается, как я уже говорила, это практикоориентированность. Да? Очень много практики проходят наши студенты, различного вида практики. Да? И еще практическая подготовка. Ага. Даже те студенты, которые поступили к нам после 9 класса, базовые дисциплины, которые они проходят в 9 классе, после 9 в 10 классе получается, да, то все эти дисциплины теоретические у нас все равно имеют профессиональный компонент. Даже математика, да, казалось бы, математика, но по специальностям они все равно имеют свой профессиональный компетент. Например, лесники, да, лесное лесопарковое хозяйство, это специалисты лесного хозяйства, то они, конечно, там высчитывают площади, да, огромные площади в гектарах, да. Те же зоотехники у нас могут живой вес там крупного рогатого скота, да, посчитать. Вот так вот, например, очень много у них практик, и когда у них заканчивают они учебу, то в итоговой аттестации обязательное условие – это пройти демонстрационный экзамен. Это значит демонстрация своих практических навыков, сформированности каких-то профессиональных компетенций. Значит, они сдают этот экзамен, Получается, то есть они помимо того, что должны показать теоретические знания, они Да. еще точно показывают, что они уже готовы прям приступить к работе. да, практические свои навыки показывают. Здорово. В этом году у нас в 2024 году, уже в прошлом году, получается, да, закончили 3 специальности по профессионалитету. Это ветеринары, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, это наши механики, и водные биоресурсы и аквакультура, это техника рыбовод. Да? И еще профессии, это мастер сельскохозяйственного производства и мастер электрооборудования в сельскохозяйственном производстве тоже. Да? Все они сдавали демонстрационный экзамен, и мы очень рады, что все сдали успешно. Да. Отлично. Поздравляем ребят.
Ну, скажите, а вот вы отметили, что техникум сотрудничает с предприятиями-партнерами, да, то есть работодателями будущими. Вот, а есть ли гарантированные места для выпускников на подобных предприятиях? Ну, вообще, сельское хозяйство, да, нуждается всегда в специалистах. Нехватка кадров, конечно, ощущается, и все наши выпускники, если желают трудоустроиться в сельском хозяйстве, конечно, смогут найти работу, да. Но многие выпускники у нас желают поступить, дальше учиться, да, тоже поступают в профильные свои вузы, тоже не возбраняется никак. Ну, Ну, конечно. можно совмещать, Да. что тоже немаловажно. 12 апреля состоится День открытых дверей. А что интересного ждет гостей, как школьники и их родители могут познакомиться с учебным заведением и поближе с программой? Ну, программа, да, этот день, единый день открытых дверей, это всероссийская акция, да, которая проходит у нас 2 раза в год. Это осенью в октябре и в апреле месяце. Проходят во всех кластерах вот, профессионалитета. И у нас сейчас в Якутии 3 кластера, да. Это горнодобывающий кластер, Южно-Якутский этот колледж, да, и педагогический кластер у нас в этом году уже открылся. Это педагогический колледж, базовая учебная организация, и мы сельскохозяйственный кластер, да. Значит, во всех этих кластерах у нас проходит единый день открытых дверей. Это как бы популяризация, да, популяризация среднего профессионального образования. Не только программ профессионалитета, а вообще популяризация среднего профессионального образования. В этот день у нас, вообще подготовка к этому дню у нас уже идет, да. До этого дня мы уже проводим сейчас выездные экскурсии на предприятия наших работодателей. По желанию школ, если заявка поступила, они едут, да, например, это в ветеринарную клинику, ботанический сад, да, в ферму могут съездить, да, ребята, в агрохолдинг Туймада на экскурсии уже ездят, и потом у них мы можем прийти в школу и провести классные часы, тоже по заявкам школ. Это уже до 12 апреля мы это проводим. А непосредственно 12 апреля у нас все будет проходить в нашем техникуме. Это мастер-классы, да? Много различных мастер-классов будет ожидать наших ребят, которые подойдут к нам. По всем специальностям подготовлены мастер-классы, по некоторым даже по 2 мастер-класса. И в этот день для родителей будет у нас еще родительское собрание. Мы планируем это родительское собрание не только очно, да, но также они могут еще подключиться онлайн. И в это родительское собрание будут подключаться все учебные заведения нашего кластера, да, не только родители нашего учебного заведения, которые, понятно, всего абитуриенты всех наших учебных заведений нашего кластера будут подключены. И, примерно так будет у нас. Насыщенная Да. программа. Насыщенная, программа. Самое главное, что и родители, и дети смогут познакомиться с учебным заведением. Спасибо большое за подробный рассказ. Я уверена, что после 9-го же ребята поступают, поэтому это очень ответственный момент, особенно для родителей. Они 12 числа обязательно познакомятся поближе. Спасибо. К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. И продолжить так. И мы бодрой походкой врываемся в новый день, спешим сделать утреннюю гимнастику. Ну, конечно, не в рифму, но верно. Давайте взбодримся и традиционно выполним комплекс упражнений для пробуждения. Всем доброе утро! У нас сейчас будет с вами зарядка на все тело. Начнем с разминки. Сделали глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох внизу, наверху выдох. И последний раз глубокий вдох с приседом и наверху выдох. Повороты головы в правую сторону. Раз, 2, 3, 4. Вниз, вверх. Раз, 2, 3, 4. Наклон, круговые движения головы в правую сторону. Раз, 2, 3, 4. И влево. Раз, 2, 3, 4. Руки перед собой, кисти рук влево-вправо, влево-вправо. Локтевой сустав вовнутрь. Раз, 2, 3, 4. И внаружи. Раз, 2, 3, 4. Руки на плечи, круговые движения вперед. Раз, 2,
3, 4 и назад. Раз, два, три, 4. Рывки руками. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Тазобедренным суставом в правую сторону. Раз, два, три, 4 и влево. Раз, два, три, 4. Руки на пояс. Правую ножку. Круговые движения вращаем в правую сторону. Раз, два, три, 4 и вовнутрь. Раз, два, три, 4. Теперь другая нога левая. Раз, два, три, 4 и вовнутрь. Раз, два, три, 4. Руки на коленки. Коленки чуть согнули. И работаем во внутреннюю сторону. Круговые движения. Раз, два, три, 4 и внаружи. Раз, два, три, 4. Встряхнули ноги и ручки, сделали вдох, выдох. И наше с вами первое упражнение – это касание ладонь коленом. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение – джампинг на шагах. Шаг в сторону, выдох. Выдох, ручки наверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. Раз, два, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И сразу следующее упражнение. Локоть, колено, ручки за голову. Выдох, выдох. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. Следующее упражнение. Также ручки за голову, колено, локоть только в стороны. Убираем наши бока. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз. 2, выдох, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделали глубокий вдох и выдох. И с вами последнее упражнение – это присед колено. Присед колено. Поехали. Вдох, выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выдох. 8, 9 и 10. Потянули правую ручку за локоть. Чувствуем легкое натяжение. Раз, два, три, 4. Левая. Раз, два, три, 4. Теперь потянем наши ножки. За носок потянули. И чувствуем легкое натяжение сзади. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножку за левый носок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали глубокий вдох, выдох, встряхнули ноги. С вами была Ксения Габишева. Удачного дня! Спасибо нашей Ксении, такая бодрая, весенняя. В общем, весна несет в себе очень много положительного. Солнце, увеличение продолжительности светового дня, а вместе с этим хорошее настроение, несмотря ни на что. Хочется творить и радоваться. Да, когда за окном теплеет и правда на душе становится веселее. Но вместе с тем необходимо помнить, что весенний период – это очень сложное время для передвижения как автовладельцам, так и пешеходам. Как не получить травму, расскажем прямо сейчас. Всем привет! Весна неумолимо надвигается, температура прогревается до плюсовых значений, и снег на дорогах и на тротуарах превращается в воду. К вечеру эта вода замерзает и становится крайне опасно и неприятно гулять по такому так называемому катку. Как правильно падать, как избежать падения и что делать, если вы упали, расскажем в нашей рубрике. В период гололеда постарайтесь надевать безопасную одежду. Чтобы уберечь голову, лучше всего надеть шапку и, если есть возможность, поверх этого надеть капюшон. Это поможет смягчить удар. Существует 3 вида падения. Падение вперед, падение на бок и падение назад. Падение вперед чаще всего происходит неожиданно. Здесь самое важное – это не вытягивать руки полностью. При падении вперед нужно постараться согнуть руки в локтях и упасть на них так, чтобы это было что-то вроде амортизации.
Падение на бок считается самым безопасным. Здесь вам важно притянуть руки к груди, согнуть их в локтях. Ни в коем случае, опять-таки, не вытягивать руку в бок. По возможности присесть пониже, сгруппироваться и спокойненько упасть. Падение назад является самым опасным, поэтому постарайтесь по возможности избежать его. Если избежать невозможно, то необходимо растянуть руки в стороны, голову по возможности прижать к груди, чтобы не удариться затылком. При передвижении по потенциально опасному участку делайте коротенькие шажки, старайтесь не отрывать подошву от поверхности. Как бы скользящими шагами проходим наиболее опасный участок льда. Во-первых, выходите на работу заранее. Не стоит бежать, сломя голову, ведь вы теряете внимательность. И, спешив на работу, вы можете просто-напросто упасть в самом неприятном месте. Во-вторых, в эти моменты откажитесь от обуви на высоких каблуках. Отдайте предпочтение обуви с ребристой, не скользящей подошвой. В-третьих, будьте сосредоточены и внимательны. Когда вы подходите к скользкому участку дороги, не считайте ворон. Сосредоточьтесь на движении. Ноги при этом нужно немножечко согнуть и передвигаться скользящими небольшими шагами. И в-четвертых, конечно, не держите руки в карманах. Руки – это наш естественный балансир, который в случае падения, в случае, когда вы подскользнулись, может сыграть хорошую роль и уберечь вас от падения. Если после падения вы почувствовали, что у вас что-то болит, кружится голова, не можете подняться, то прибегните к помощи прохожих. Может быть, что у вас травма, ушиб или сотрясение. В целом, если соблюдать простые правила, уметь правильно вовремя группироваться, то можно избежать такого неприятного момента, как падение. Друзья, берегите себя, не падайте телом, главное, не падайте духом. Всем отличного дня и прекрасного настроения. Да, но я надеюсь, что советы вам помогут, но никогда вы их не используете на практике. Ну а мы не уходим с улиц и продолжаем. Тамару Никаноровну Торокову в столице знают многие. Проработав более 30 лет каменщиком, пенсионерка по доброте душевной занимается озеленением в городе и творит добрые дела. С добродушной и уникальной женщиной познакомилась и наша съемочная группа. За этой скромной и доброй улыбкой скрывается сильный и широкой души человек. Единственная женщина-каменщик из народа Саха, удостоенная звания «Заслуженный строитель Республики Саха-Якутия». Более 30 лет отработала каменщиком легендарного Якутпромстроя. О своих объектах Тамара Никаноровна говорит с нескрываемой гордостью. Ведь по существу они для нее как дети, в которые вложено много труда, любви, доброты и терпения. Ее руками возведены многие известные объекты столицы нашей республики. Институт космофизики, Мединститут СВФУ, каменный пристрой Национальной библиотеки, военкомат, бассейн самородок, столовая номер 7, а еще детские сады, школы и жилые дома. Даже дом по проспекту Ленина, где сейчас живет Тамара Никаноровна, построила она сама. Каждый этаж – это дом, строй проспект. Я говорю, это моя квартира. А кто тебе даст-то? Детей надо было воспитать. А у меня-то стас много. И там я попросила, квадрат купила. Вот и все. А сколько домов построю, я хоть в театр буду ходить, говорю. Предприятие промстроя просила. Детей надо было воспитать, говорили. Ой, потом не хотели давать, а потом раз, давай все начальство пошло. И справедливость Россия, Черное море, сколько я деньги с сих пор я даю, говорю. Газеты, телевизор показывали меня. Все, дали. Выйдя на пенсию, Тамара Никаноровна не смогла сидеть дома, поэтому до сих пор продолжает трудиться, но уже на более легкой работе. Так же, как и раньше, она продолжает заниматься благотворительностью. Покупает цветы, саженцы деревьев, а недавно установила скамейки на остановке медцентра. А тут идешь в работу, иди садись туда, вот досками. А решила я вот так. Вот и все, надо карниз, надо. Пожилым людям, дождь мокрый, кого-то зонтик будет. А все город надо украшать, медцентр здоровые нам дает. Начальство пусть карниз делает больным, видишь, сколько народ. После больницы идут, обследования, а садиться негде. Вот. Маршрут хорошо открыли. А вот табличку специально поставили? Я специально, чтобы люди не ломали, поняли, что. И все, я да не грамотная. Я грамотна была бы, все лучше была. Я вообще не училась.
Похвала Тамаре Никаноровне не нужна, лишь бы горожане проявляли чуточку уважения к ее труду. Например, не топтали заботливо выращенные ею зеленые насаждения и цветы, не мусорили и не ломали конструкции. Ну, ладно. вот вы тоже белите, говорите. Да, и каждый год. Ну, когда Советский Союз развалился, я сюда пришла, уборщицем работать. И потом раз, и все. Пол мой в первом этаже мыла. Потом сижу, пусто поле. Как посадил, братья, все знаете. Это тоже в 90-е вы посадили? Ну, когда Советский Союз развалил. Вот значит. А ну, субботник бывает, а мы субботник ездим в тайге, привезут, посадим, все. А воды не наливают, не растет. Этого я решила посадить. Ну, все, до старости меня хоть будет вспоминать. Да, Ну, это всё. какие деревья? Березы? Березка, акация. Несколько елка там. Ага, нет. елки тоже. Ну, вот и все. Вот такие дела. Ну, там решили скамейку. Люди больничного отдохнули. Они маленькая скамейка была. О, маленькая, зеленый стоит, вон там. Таких были. А я решила. А сейчас таких не продают. Я успела. Да, 100 лет хватит. Они это столярную работу поменяет, сломался, да поменяет. Что, когда меня не будет. Меня никто не заставляет, люблю. Душа заставляет. Когда садит, меня хорошо. Вот и все. Когда люди радуются, Люди радуются, и меня Смотрят. хорошо. О, все меня здороваются, я ее не знаю. Благодарят. Да, очень благодарят. А внутри медицинского центра Тамара Никаноровна установила качель. Детишки играют, а ей отрадно. Приятно женщине и заботиться о родном Якутске, видеть его красивым и цветущим. А больше всего радует, что рядом с объектами, которые когда-то возводили они, появляются новые, красивые и современные здания. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Дорогая, уважаемая Тамара Никаноровна, надеемся, что кто-то вдохновится вашей историей и тоже начнет на пару с вами преображать город. Спасибо вам за все и крепкого здоровья. Ну а мы продолжаем наш эфир, и давайте прямо сейчас узнаем, какие знаменательные даты и события связаны с сегодняшним днем. На календаре 9 апреля, День финского языка. По народному календарю Матрёна Наставица, Полурепица. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины просили благословения на труд у святой Матрёны. Этот день в истории. 1682. Путешественник Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию. 1699. Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. 1782. В Париже открылся один из крупнейших театров Франции – Одеон. 1989. Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. В этот день родились 1906 Леонид Соловьев, советский писатель и сценарист. 1926 Всеволод Сафонов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1933 Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино. 1958 Елена Кондулайнин, советская и российская актриса, певица, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел. Мы продолжаем специальный проект совместно с Национальным центром аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия под названием «Память народа». Сегодня в рубрике «История в кадрах» вы узнаете об истории создания самого известного мемориального комплекса в Волгограде. Мамаев курган – это символ мужества и стойкости советских солдат времен Великой Отечественной войны. Именно здесь во время Великой Отечественной войны с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 проходила ожесточенная битва за Сталинград. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Сегодня наша рубрика «История в кадрах» находится в Волгограде. Сегодня мы вспомним историю строительства памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. А также вспомним историю грандиозной скульптуры «Родина
«Мать зовет». На военно-топографической картах Великой Отечественной войны Мамаев курган значился как высота 102. Тот, кто ею владел, мог контролировать почти весь Сталинград, Заволжье и переправы через Волгу. С сентября 1942 года до конца января 1943 года здесь шли ожесточенные бои за господство над Мамаевым курганом. И именно здесь располагался известный штаб 62-й армии легендарного командующего, дважды Героя Советского Союза маршала Василия Ивановича Чуйкова. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев 8 февраля 1943 года. А идея увековечить подвиг и память героев Сталинградской битвы пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году с постановления Совета министров РСФСР. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Главным архитектором стал Яков Белопольский. Мемориал торжественно заложили 2 февраля 1958 года. Грандиозная, поистине народная стройка шла почти 9 лет. Начальные работы начались с разминирования Мамаева кургана. Тогда, в 1959 году, обезвредили более 40 тысяч мин, снарядов и авиабомб, которые хранила эта земля. Сначала на Мамаевом кургане появилась скульптура «Стоять насмерть». Потом стены руины, последним стал зал воинской славы. Но самым сложным, конечно же, и грандиозным сооружением мемориала стал монумент «Родина, мать зовет». Высота фигуры Родины-матери 52 метра, высота с мечом 85 метров. Высота фундамента 16 метров, длина меча 33 метра. Вес этой скульптуры 8 тысяч тонн. Родина-мать – это, конечно, образ собирательный, это монументальная скульптура, которая стала венцом инженерной мысли. Грандиозной скульптуре Родина-мать уже больше полувека. И это самая главная достопримечательность города Волгограда. Здесь нашли свой покой более 34 тысяч красноармейцев. На этой священной земле, на Мамаевом кургане, особенно остро ощущаешь гордость за своих предков, которые выстояли и победили в этой страшной войне. А мемориал героям Сталинградской битвы в этом святом месте стал символом жизни, смерти и бессмертия. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю России вместе с нами. А мы продолжим говорить об актуальных новостях к этому часу. В России хотят изменить правила охоты на вальшнепов, бобров и ондатр. Обновить их с учетом региональных особенностей планирует Министерство природных ресурсов и экологии страны. Документ наделяет глав субъектов полномочиями самостоятельно устанавливать сроки добычи в зависимости от особенностей региона. Кроме того, приказ предусматривает увеличение периода добычи некоторых животных, чья популяция значительно выросла. Также незначительно увеличат сроки добычи пернатой дичи, зайцев и лисиц с использованием лая, гончих борзых и норных собак. В связи с потеплением в столице республики проводится вывоз снега и откачка талых вод. Так, общий объем вывезенного снега составил 534 тысячи кубометров. Талые воды откачивают до 20 единиц спецтехники за сутки в общем объеме до 1000 кубометров. Также силами управляющих компаний выполняется уборка тротуаров, прилегающих придомовых территорий и автобусных остановок. Однако в связи с тем, что погода непредсказуема, сил и средств в настоящее время недостаточно. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура днем. Горожанам стоит быть внимательными в условиях гололеда, выбирать обувь с нескользкой подошвой. Сейчас уже сухо, но есть сторона не солнечная, там дегололедные мероприятия проводятся. Там работа проводится силами дворников, муниципальных дворников, подсыпаются песком. Ну, вот места, где у нас образуется гололед. Гололед у нас образуется зачастую не потому, что снег вовремя не убрали, да, не зачистили, а бывает крыши скатные, там снег не убирается, он тает, и на тротуарную плитку все стекает, и в последующем вечером все это промерзает, замерзает. Работу эти территориальные органы управления проводят.
Зимой из спячки выходят не только медведи, но и пчелы. Пасечник из Якутска Анатолий Иванович Гаевой сообщил о подготовке к новому сезону. По его словам, 50 так называемых семей, то есть ульев, успешно пережили эту зиму, и уже 30 марта пчелы проявили активность. В том числе и те, кого в этом году впервые завезли в Якутию из Германии. Это новая для северных широт порода еще никак себя не проявила, но тот факт, что зима ими была успешно прожита, уже вселяет надежду, отметил Анатолий Гаевой. Пробный сбор цветочного якутского меда запланирован уже на 12 июня. Если там Москва, Белоруссия, Хабаровский край, цветет, например, липа. Все, там только липа цветет. Клен, липа. Вот это. А у нас идет непрерывное цветение. Вот одна отцветает, другая зацветает. Ковер. Если за этот короткий период вы ничего не выхватили, за июль месяц до 10 августа, это все пасека. Фактически меда не будет. Движение «Волонтеры Победы» объявило о старте регистрации на историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая пройдет в рамках международной акции «Диктант Победы». 30 апреля текущего года каждый желающий получит возможность стать участником интеллектуального соревнования. Регистрация проходит на сайте до 29 апреля. Мероприятие организовано в формате онлайн-игры с индивидуальной оценкой результатов, где игроки из разных уголков мира смогут показать свои знания, логическое мышление и сообразительность, отвечая на вопросы ведущего. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. Как всегда, замечательные новости, но весна идет, весне дорога, а вместе с ней не только пора шелков, но и посевных работ. Да, отличная традиция собираться всем вместе на картошку, на формирование грядок, ну и по мелочи, например, создать новый цветник. В нашей постоянной рубрике мы спешим на помощь всем, кто уже настроился на весенние садовые работы. Доброе утро, дорогая моя Якутия. Я вам сегодня расскажу про свои мандарины, лимоны и лаймы. Я их выращиваю уже лет 30. Растут они на севере у нас очень хорошо, на вкус очень вкусные. Когда на них хорошо солнышко весной светит, они растут очень хорошо. Развожу я их, размножаю, я отрезаю веточку, с них беру, укореняю. Укореняются они легко. Но как вам еще рассказать? Еще вставите их в баночку, закрываете эту баночку, и они хорошо укореняются. Растут они не очень быстро, растут они до 3 лет. Когда они трехлетки будут, тогда и можно наставлять цветочки, они цветут и дают нам хороший урожай, плоды. Ну, лаймы – это тот же лимон, но только он остается зеленого цвета, и он немножко имеет другой привкус и аромат. Выращивать их то же самое. Отрезаете веточку с плодоносящего растения, и они их тогда хорошо укореняются и плодоносят. Землю им нужно очень хорошую, чтобы она была с перегнойчиком, рыхлая, с песочком. Ну, удобряйте, специально есть удобрения для лимонов. Удобряйте почаще, когда они зимой, и солнышко им нужно. Ну, и еще, чтобы они красивый вид имели, и чтобы ровные, стройные были. Вот, ну, не как вот у меня, например, вот он кривой. Это неправильная обрезка была. Вы его весной выравниваете, вот как лайм. Он, видите, какой пушистый. Лишние веточки все обрезаем, чтобы он был очень ровненький и красивый. Я вот еще обрезку не делала, но сейчас уже к весне буду делать обрезку. Но плоды на дереве очень ароматный, вкус совсем другой. Аромат на всю комнату и очень-очень много масел в них. Даже когда вы чистите, руки становятся очень влажные, жирные даже такие. Ну, а у лайма очень такой, знаете, какой вкус терпкий, да, кисленький-кисленький, и он внутри розовый, но не как лимон. Вот, он просто очень розовый. Он плодоносит вообще круглый год. Вот они плодоносят круглый год. Они сразу цветут. У них есть маленькие плоды и висят сразу крупные спелые. И также мандарин. Он и цветет, и спелые плоды, и маленькие подрастают на нем. Он все плодоносит круглый год. В любое время года. И лимоны точно так же цветут, маленькие плоды плодоносят. Если у вас дома воздух сухой, то вы обязательно должны его увлажнять. Можно увлажнителем воздуха, можно любым опрыскивателем. Ну, их сейчас много у нас везде продается. Но если не будете так ухаживать, ну и профилактику делайте обязательно, ну, обрабатывайте от всяких вредителей. Ну и также по листве можно их даже минеральными удобрениями обрабатывать, чтобы они еще лучше росли, красивее были.
Дорогие мои жители Якутии, пожалуйста, начинайте разводить еще и мандарины, лимоны, апельсины тоже есть, и лаймы. Очень хорошо растут. Чай пить вообще очень вкусно с ними, и кушать вкусно. Так что все приобретаем растения. Да, здорово, это лимоны и мандарины. Но у нас все ограничивается картошкой. Вот как думаешь, какая связь между картофельным полем и шахматами? Ты знаешь, я бы, наверное, расчертила картофельное поле на клеточке, предложила сыграть семье и сказала, кто проиграет, тот и садит картошку. Ну, все гораздо проще. Просто есть картофельное поле и шахматное поле. Одно одинаковое слово — поле. Это я сам Чисто придумал мужская сейчас. логика. Понятно. Но дело в том, что сегодня, вообще в Якутске проходит Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. А на эту тему, Вероника у нас пообщалась с исполнительным директором Федерации шахмат России Александром Ткачевым. Давайте посмотрим. Доброе утро, Республика. У нас сегодня уникальная возможность. У нас в гостях главный специалист по шахматам, а именно исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Васильевич Ткачев. Доброе утро, Александр Васильевич. Доброе утро. Ну, вы приехали в рамках, получается, Кубка главы по шахматам, успели увидеть наших спортсменов, уровень соревнований. Как вы его оцениваете? Да, вы знаете, действительно, я прилетел специально для того, чтобы принять участие не только в открытии третьего Кубка главы республики, но и в целом посмотреть, как построена, скажем так, шахматная жизнь, шахматная деятельность в республике в целом. Я могу сказать, что сам турнир, само мероприятие, Кубок главы, конечно, на меня, особенно условия, я сейчас говорю про условия проведения соревнований, это проходит в Национальном музее, произвели самые приятные впечатления. Действительно, уровень организации, место проведения заслуживают самых высоких слов и самой высокой похвалы. А сам, скажем так, уровень участников, борются местные шахматисты. Конечно же, тяжело. Радует то, что и принимают участие приезжие звезды. Действительно приехали шахматисты, сильнейшие шахматисты нашей страны. Это и чемпионы России, и чемпионы, и обладатели Кубка России. И местные, скажем так, шахматисты борются на равных. Это не может не радовать. Это высокий показатель. Да. Мы очень рады за наших спортсменов. Насколько для детей важна такая обстановка, возможность состязаться с таким высоким уровнем профессионалов? Как это повлияет на их дальнейшее обучение и развитие в шахматах? Вы знаете, в целом, когда ты не просто видишь на экране телевизора или на мониторе компьютера, своего кумира, действительно сильного спортсмена, я сейчас даже не столько про шахматы говорю, сколько в целом. И это одна, как говорят, история. А вторая история, когда ты находишься не просто вместе с ним в одном зале, принимаешь участие в одном турнире, но и есть шанс сыграть с ним партию, причем не какую-то легкую тренировочную, а именно серьезную турнирную партию, потом вместе обсудить перипетии борьбы. Это, конечно, как говорят, ни за какие деньги не купишь. И ради этого в том числе проводится Кубок главы, и приглашаются действительно звезды шахмат, отечественных шахмат как минимум, для того, чтобы была такая возможность у местных шахматистов. Причем, вы знаете, шахматы же, как я говорю, как и любовь, им покорны все возрасты. Поэтому здесь мы видим в турнире играют совсем юные, начинающие, скажем так, делающие скорее первые шаги спортсмены, так и умудренные ветераны. Вы как человек, который связан с шахматами с профессиональной точки зрения, я знаю, что вы тоже в детстве играли в шахматы. Какой бы совет вы дали родителям? Как ребенка научить? Потому что шахматы — это же, безусловно, развитие, вне зависимости от дальнейшего карьерного роста. То есть будет это профессиональный игрок, это будет для себя, да? Да, вы знаете, я хочу сказать, что заниматься шахматами именно детям очень полезно. Шахматы, помимо известных, того, что развивают и логику, и делать правильный выбор хода, и стратегию, и тактику. Очень много, говорю, положительных качеств. Только еще мало кто знает. Были проведены исследования учеными, и доказано, научно доказано, то, что дети, которые играют в шахматы, никогда не принимают наркотики. Это тоже один огромный, очевидный шанс и плюс,
хотя бы для того, чтобы в том числе привести ребенка в свою секцию. Заниматься с детьми, конечно же, должны профессиональные тренеры, вот, а родителям я посоветую, даже, может быть, скажу, попрошу, вот, не мешайте ребенку заниматься любимым делом. Вот, поверьте, шахматы это интересно, и более того, шахматы такая игра, где можно вместе со своим там или сыном, или внуком, или внучкой, или дочерью также вместе заниматься. Даже есть целые соревнования, целые турниры, проходят очень интересно, они так и называются «Папа, мама, я. Шахматная семья». Так что шахматы многогранны, и шахматы очень-очень полезны для детей, и не только детей, они, в принципе, полезны для человека любого возраста. Как Федерация поддерживает региональное отделение и в регионах вообще развитие шахмат? Спасибо за вопрос. Я горжусь тем, что Федерация шахмат России объединяет шахматные федерации, которые есть в каждом субъекте нашей великой страны. Таким образом, 89 региональных федераций имеют государственную аккредитацию, а это говорит о том, что в каждом субъекте ведется целенаправленная и планомерная работа по развитию шахмат. То есть проводятся турниры, читаются лекции. Опять-таки, вот турниры такие, как Кубок Главы, это скорее, знаете, такой же ближе к вершине. Вот, потому что всероссийский масштаб, потому что 8 гроссмейстеров приехало, вот, конкретно в этом турнире принимают участие. А так, в целом, шахматы, как я уже сказал, без привлечения играет вся страна. Вот, это не может не радовать. Ну, вот насколько сейчас можно оценить вклад Якутии на российском уровне в развитие шахмат? Знаете, я хочу сказать то, что Якутия, ну, скажем так, чем отличается, наверное, развитие шахмат в Якутии от других регионов нашей страны? Тем, что идет полномерное, как я уже сказал, поступательное движение, причем, знаете, не медленно, как улитка, а очень такими, ну, семимильными шагами. Ну, судите сами. Значит, турнир Кубок Главы, всего-навсего ему 3 года. То есть сейчас 3-й год только проходит. Начинали с маленького небольшого турнира. Сейчас он уже разросся до того, что 57 спортсменов, как я уже упомянул, 8 гроссмейстеров. Значит, 14 регионов нашей страны принимают участие. И вот это развитие уже дало свои результаты, потому что в этом году, вот буквально 1,5 месяца назад, завершилось детское первенство России. А детское первенство России, я хочу сказать, это 1500 участников. Это в этом году 82 субъекта России. И вот в детском первенстве России в своей возрастной группе юная спортсменка Якутска стала чемпионкой страны. Впервые, кстати говоря, это произошло в истории якутских шахмат. И, честно говоря, такой результат очень был, ну, неожиданный для многих специалистов, в том числе и для меня. Поэтому вот показатель всего, скажем так, понадобилось 3 года, да, для того, чтобы уже была своя чемпионка. Поверьте, стать чемпионом в шахматах очень тяжело, особенно вот в детском возрасте, ну, потому что много занимается детей. Вот. И вот показатель развития. Почему удалось так быстро вырасти турниру, так быстро развиться такими колоссальными темпами в Якутской Федерации? И как вы видите наше развитие в дальнейшем? Ну, в первую очередь, я бы сказал, это очень грамотное управление. Вот, потому что все-таки шахматное хозяйство достаточно непростое хозяйство со своими, скажем так, внутренним нервом, эмоциями. Вот. Это только внешне кажется, что спортсмен-шахматист сидит, и у него на лице, как говорится, ничего не написано. Вот. А представляете, какие бури внутри бушуют. Опять-таки научно доказано, что, ну, профессиональный спортсмен-шахматист за партию, а партия может длиться, вернее, не может, а она длится в среднем 5-6 часов, вот, испытывает нагрузки, которые сродни нагрузкам пилота Формулы-1. Это тоже доказанные цифры, доказанные факты. Вот. И поэтому, как я уже сказал, вот управлять этим коллективом энергичным, у которого потрясающая энергетика, но внутри, ну, не очень просто. Поэтому, конечно же, вот как раз 3 года назад на Федерации шахмат Республики произошла смена руководителя. Федерацию возглавил
достаточно известный человек в Якутии, это Егоров Владимир Анатольевич. И вот как раз, он, скажем так, знает, как выстраивать эту работу. Вот. Это первое. Второе, конечно же, это поддержка руководства. Вот. И то, что даже сам, скажем так, главный турнир всероссийский для Якутии носит имя и название Кубок Главы. Вот. Поэтому это очень тоже много говорит. И в первую очередь подчеркивает то, что властям республики, скажем так, шахматы не безразличны. Меня, как исполнительного директора Всероссийской Федерации, это может только радовать. Спасибо большое за то, что нашли время. Желаем, чтобы это была не последняя ваша поездка в Якутию. Спасибо. И, конечно, до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здорово пообщались. Мне кажется, очень приятно слышать, что у нас есть теперь своя чемпионка по шахматам, что мы продвигаемся такими колоссальными темпами, что Российская Федерация отметила вклад наших руководителей в развитие шахмат. По-моему, приятно слышать, это берет гордость, потому что шахматы — это уникальное направление, и хотя бы научиться играть в шахматы должен, наверное, каждый. Да, мы желаем успеха всем нашим спортсменам, шахматистам. А на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся до завтра. В это же время вновь увидимся в программе «Утро Якутии». Всем хорошего дня, отличного настроения. Начинайте утро вместе с нами.